Салам алейкум. В эфире «По-живому». Мы рассматриваем актуальные темы и пытаемся найти ответы на вопросы, волнующие каждого жителя Восточного Кавказа. С вами я в студии Самир Мусаев, и сегодня мы рассматриваем тему «Коренные и малочисленные. Проблемы выживания малых народов в современном мире». В нашей студии сегодня Рафаэль Алиев, руководитель Сахурской национальной культурной автономии. Рад приветствовать вас. А также Хамзат Наврузов, журналист и представитель агульского народа. Здравствуйте, друзья. И первый вопрос. Малочисленные народы обречены на ассимиляцию, и есть ли шанс сохранить себя в современном мире? К сожалению, на мой взгляд, будущее у народов малочисленных не совсем радужное. Не такое радужное, каким мы хотели бы его видеть на самом деле. В силу того, что есть определенные глобализационные процессы, которые происходят в мире, да, но в нашей республике, в Дагестане непосредственно эти глобализационные процессы происходят в гораздо более ускоренном формате в связи с тем, что наши народы, как правило, они произрастали в горных территориях республики. И в силу того, что сейчас в горах сложная обстановка экономическая, социально-экономическая, да, людям приходится мигрировать в города, что в свою очередь лишает возможности сохранять свою идентичность, разбавляет нас, да, и, на мой взгляд, конечно, шансов выжить в таких условиях очень-очень мало. Я даже не знаю, сложно представить себе, что должно произойти, чтобы каким-то образом мы могли выправить Ситуация поменялась. Да. Ну, я думаю, что при всем желании, если желание есть у самого народа, у представителей его, особенно у интеллигенции, я думаю, что можно. Если взять, допустим, наш народ захурский, он находится прямо самый юг Дагестана, это Рутульский район, граница с Азербайджаном. Как вы знаете, разделенный народ, большая часть нашего народа проживает в Азербайджане. Вот. Нас разделяет граница, если ее откроют, есть шанс, я думаю, что мы сохраним свой язык, также свой этнос. Вот. У нас, я думаю, что есть. А про других я не могу сказать. Продолжим. Насколько активна общественность и интеллигенция ваших народов в вопросе сохранения собственной идентичности? Вот насчет интеллигенции как раз, да, хочу сказать, что в Азербайджане, что в России. Вот интеллигенция как раз меньше разговаривает на своем родном языке, больше разговаривает на земле, скажем так. Вот. Обычные жители, представители народа. Интеллигенция, если взять Азербайджан, те, которые проживают в Баку там, и в крупных городах, вот как показывает правило, они в основном разговаривают на азербайджанском языке. Но есть, конечно, и такие семьи, которые сохраняют и традиции, язык свой, и историю там. И есть такие тоже вот. Вот. То же самое касается со стороны вот, России. Если взять даже Махачкалу, из сел, скажем так, Тульского района, которые переехали жить в Махачкалу, они уже разговаривают, даже в семье разговаривают на русском языке. Они мало общаются на своем родном языке. Очень печально. Конечно, если так будет продолжаться, шансов у нас не будет. Я изначально еще говорил, главное желание любить свой народ, любить язык, историю свою, чтить, как говорится, адаты своих предков. Как мы в сегодняшний день гордимся своими предками, читаем про них там в каких-то исторические моменты, да, то же самое нами должны гордиться наши следующее поколение. Вот. Если мы после себя не оставим такой же хотя бы след хороший оставили нам наши предки, то мы, как правильно сказал брат Хамзат, то нет, мало шансов. Но так желание должно быть. Ну и в первую очередь прививать, наверное, да? Да, прививать, и хотя бы в семье пообщаться. Вот. То есть не надо валить на государство, что это первое начинать с себя. Вот. Да. Я полностью поддерживаю нашего сахурского брата, но у меня есть относительно своего народа есть определенное мнение. К сожалению, если говорить об активности интеллигенции и вообще общественности агульской, как бы это ни было прискорбно признавать, да, и говорить об этом, действительно на текущий момент агульская интеллигенция, она настолько аморфна и, на мой взгляд,
не задумывается о том, какие сулит проблемы в дальнейшем, да, отсутствие вообще у агульского народа каких бы то ни было общественных организаций. То есть я хочу отметить, что на сегодняшний день у агульского народа нет ни одной зарегистрированной официальной общественной организации. И это очень печально на самом деле. Поэтому говорить о какой-то активности не приходится. Рафаэль, цахуры, разделенный народ, насколько остро эта проблема переживается вашими земляками в обе стороны российско-азербайджанской границы? Остро, вот я, по-моему, отметил уже из-за разделенности границ. Ну, это говорили. Да, да. Если будет границу, если откроет, если соизволят наши руководители, скажем так, страны Российской Федерации и Азербайджана, то если откроет граница Динидак перевал, я думаю, что проблема это не будет такой существенной. Вот. Так что в основном экономические, вот, как сказать, если вот граница откроет, что в советское время, что в царской России, скажем так, а эти границы были открыты. Мы могли постоянно друг к другу в гости ходить, там какие-то свадьбы, там, не знаю, поминки, еще что-то. Вот. Периодически просто передвижение было, да, проще. А сегодняшний день, чтобы в гости ходить, чуть ли не 1000 километров надо объехать. И представьте, вот сегодняшняя ситуация экономическая, да, каждый не может поехать хотя бы раз в год. Ну, к брату или к сыну, там, или куда-то, вот так. Ну, очень, на самом деле, печально. Вот. Надо стараться, чтобы открыли границу. Это нужно в первую очередь не только цахурцам. Да, я хотел добавить, да, что это не только проблема. Да, и не только, это многонациональный Ртульский район, кстати, там и проживают и аварцы, и лакцы. Наш агульцы, Лезгин, по-моему, там проживает, ртульцам. Вот. И все представители перечисленных мной народов, они как раз проживают в той стороне, где Закаталы, Белакан, как вот в этих районах, и Шики. Вот. А большая часть Лезгина, они, по-моему, уже там Кусары, это и другая часть получается. Я взял там север Азербайджана, а юг Дагестана, скажем так. Вот. Проблема в границе. Я думаю, что это самое когда-нибудь откроет и получше будет ситуация. Спасибо. Хамзат, Агульский район, к огромному сожалению, один из самых экономически депрессивных районов Дагестана с постоянной убылью населения. Можно ли остановить этот процесс? Остановить, конечно же, можно, но нужно понимать, что это крайне сложный процесс, ввиду того, что ни в Агульском районе, ни в 5 агульских селах, которые расположены на территории Куравского района, абсолютно нет никаких точек роста. То есть никаких драйверов роста, никаких точек роста, на которые могли бы ориентироваться местные жители. И чтобы как-то хотя бы замотивировать местное население, да, особенно ее молодую часть, понятное дело, что нужно предпринимать какие-то определенные серьезные меры по развитию. То есть нет никаких рычагов развития, да, получается, и, соответственно, молодежь отсутствие покидает, дорог да, нормальных, да, то есть транспортная доступность, она на крайне катастрофическом уровне. Отсутствие рабочих мест, различных, там, как я говорил ранее, общественных организаций, которые могли бы аккумулировать вокруг себя, да, там, молодежь. Этого всего нет. И именно через развитие транспортной доступности в горные районы, значит, горные аулы Агульского района, так Куравского района, где проживает агул, обеспечение, значит, организации рабочих мест на территории, поддержка каких-то традиционных для агульского народа ремесел, да, там, и видов деятельности. Это все могло бы хоть как-то замотивировать, да, молодежь и попытаться снизить, таким образом снизить отток населения из горных территорий. И более того, если развивать эти направления, вполне можно было бы, допустим, даже родить интерес у отдельной категории городских жителей, которые могли бы в перспективе, допустим, переселиться и в горные территории. Таких примеров в мире, в принципе, много, да, где мы знаем, что есть горные территории, где компактно проживают жители, там комфортно, тем более в современных условиях, когда есть интернет, когда есть источники связи. В принципе, нахождение в городе там не обязательно. Ну, этих границ быть не должно. Да. То есть границ быть, естественно, не должно, и вполне возможно сегодня восстановить. Но опять-таки для всего этого нужно предпринимать определенные шаги. И обращаясь как раз-таки к деятельности администрации Агульского района, да, там можно, конечно, много говорить
об этом, о том, какая деятельность была произведена на протяжении многих лет, пока вот предыдущая администрация возглавляла районы. К сожалению, оценку не хочется давать, но приходится. То есть за все это время не было реализовано ни одного стоящего проекта на территории района Агульского. И, естественно, регион, республика, не республика, а именно район находится в таком очень сложном экономическом положении. Сейчас пришел новый глава, и я очень надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону. К тому же до меня доходят слухи, что новый глава очень активно предпринимает какие-то шаги к улучшению ситуации, да, он там какие-то проекты планирует реализовывать. Засучив рукава, рвется в бой, да? Мне сложно оценивать, да, но до меня доходят слухи, да, и более того, я как представитель агульского народа ему желаю удачи, да, и я, там, мои близкие, в число которых, кстати, входят не только представители Агульского района, мы всегда готовы там поддержать и оказать какую-то поддержку ему, да, и в дополнение можно еще что добавить, если говорить о развитии горных территорий, не только, кстати, Агульского района, да, но просто Агульский район это как лакмусовая бумажка, там самый сложный регион, вы сами сказали, самый депрессивный район республики. Можно, вот у нас в республике очень часто в последнее время стали говорить о развитии туризма. Да? Но когда говорят о туризме, говорят почему-то о развитии пляжного туризма, который чужд нам, вообще это направление нам чуждо. Там, если говорят о туризме, почему-то в голове у всех воспринимается это как некое посещение там, Сулакского каньона, либо там крепости Нарынкала в Дербенте и так далее. Ну, никто не упоминает о таких направлениях туризма, как там, спортивный туризм. Дагестан это мекка единоборств, допустим. Да, почему, допустим, таким вот эти вот векторы развития не рассматривать? Этнический туризм. Каждый аул горного Дагестана, он уникален, обладает какой-то своей идентичностью, какое-то свое ремесло на протяжении веков развивалось. Вот это все могло бы, в принципе, вызвать интерес и возродить горные территории, вот, на мой взгляд. Спасибо. Налаживаете ли вы сотрудничество с общественными объединениями родственных народов, в частности, Федеральной лезгинской национальной культурной автономии? Налаживаем. Есть такое. Вот. Лучше, конечно, когда вместе. Вместе все получится вот многое. Вот. Когда отдельности немножко сложновато, есть проблемы. У меня все. Хамзат? Ну, с ФЛНК непосредственно у меня достаточно близкие контакты в силу того, что мои друзья являются неотъемлемой частью данной организации, да, и было даже реализовано несколько таких небольших проектов совместно. Но, к сожалению, как я говорил об этом, у агулов нет на сегодняшний день общественной организации, зарегистрированной общественной, да, там официальной. И эти контакты, они происходят вот в формате физическое лицо, да, и организация. Ну, неофициального такого формата. Да, нет официального формата. И надеюсь, что в ближайшее время ситуация выправится. Я для тех слушателей, кто из числа агулов, хочу некую информацию, да, донести до них. В ближайшее время, по воле Всевышнего, мы уже как раз на стадии создания своей культурной автономии. Я думаю, по примеру цахуров и лезгинов, и ряда других народов, и Дагестана не только, мы в ваши ряды, скажем так, в ближайшее время вступим. Спасибо. Почему, на ваш взгляд, термин «лезгинские» или «лезгиноязычные народы» у отдельных представителей малых народов вызывает опасения и даже отторжение? У меня не вызывает отторжения, пускай отвечают, у кого это отторжение вызывает. Для меня это, в принципе, нормальное явление. Ну, постараюсь я ответить. Да. Можно много говорить. Да. Почему одни за выступают использование данной терминологии, кто-то против выступает. Да? Но я так считаю, я полагаю, что по мнению большинства представителей малых народов, которые в значительной степени подвержены, да, именно растворению в гораздо более крупных этносах, есть опасения, что использование данной терминологии влечет за собой, скажем так, потерю идентичности в перспективе. Да? И в принципе я считаю, что можно понять данную позицию, да, и прислушаться к данному мнению. И к тому же использование данной терминологии, оно не сказать, что нас сближает каким-то образом. Оно не сближает нас, не отдаляет. То есть у нас и без использования этих терминов единая судьба, единое прошлое, единое настоящее и, иншаллах, единое будущее. Поэтому
термины нас не отдаляют, не сближают. Поэтому я считаю, если это вызывает отторжение у большинства, возможно, стоит пересмотреть. Да? Возможно. Да? Опять-таки, ну, здесь диспут уже в области там, научных сотрудников с той и с другой стороны. Спасибо. Как вы видите модель будущей консолидации лезгинских народов? Если я думаю, что вот такая тенденция пойдет, вот, имеется в виду в политическом глобализации, да, лучше объединиться. Вот это мое мнение. Спасибо. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь рецепт простой. Консолидация, объединение, оно возможно только через взаимное уважение и принятие позиции каждой из сторон. Просто. Ну, разделение. Да, принятие общих интересов и принятие интересов каждой из сторон. То есть, рецепт простой. Спасибо. Можно это самое? Вы вопросы подготовили, конечно, вот провокационные. Немножко, да, провокационные. Я, пользуясь случаем, я хотел рассказать, в отличие от огульцев, есть у нас автономия, да, которая создана в 2014 году создали. Вот. Значит, добились сегодняшний день, ну, немало. Да, немало, там с малыми силами, скажем так. Вот. У нас вопрос как раз волнует цахурцев. Цахурцы — это тот народ, конституционно признанный из 14 народов, который не имеет своего территориального целостности. Ни в виде района, ни в виде участка, в общем, никак. Вот. А Конституция говорит, что у нас должен быть. Сегодня цахуры мало того разделены. В Азербайджане-то они компактно проживают на своих землях, нормально. У каждого свой дом. Вот, все хорошо. Вот, там села, нормально. А вот со стороны взять, если Дагестан, получается, почти каждое село находится в зоне отгонных для пастбищ. То есть это район Баба-Юрт, там Кизляр и прочее. Я не буду сейчас назвать эти районы, но в принципе вот так. То есть там, где нужно пасти, извините меня, скот и барана, вот там разрешили дома построить. Все, завтра какая ситуация там случится, никому не известно. Есть это проблема у нашего народа. Я по этому поводу написал президенту нашей страны, администрации президента по правам человека Федотову, ну, много куда я написал. И из трибуны ООН мы озвучивали эту проблему. Имеем сегодня своего представителя, доверенного лица, а также это ООН, спецпредставитель по малочисленным народам в ООН из России тоже возглавляет наша земляшка, вот это самое, Софья Меликова. Она также представляет ЦНК, а также представляет цахурский народ в ОБСЕ, ООН, а также в других крупных организациях там. Вот. Проблема есть. Я вот хотел еще об этом сказать, потому что наболевшее, если я не буду говорить, вы так уклончиво ушли. Цахурский брат задал агулам серьезную планку. Дело в том, что если у цахурцев был бы свой район, возможно, да. Я не могу сейчас, трудно, конечно, сказать, да, ситуации разные бывают, потому что у агульцев есть район, они могут даже выделить из бюджета того же выделенных денег для района, выделить и создать общественные свои организации, и не надо там ждать, кто-то что-то сделает. Вопрос в том, что этим никто не занимается. Да, а если тут получается личная инициатива и личные средства, понимаете, это очень тяжело. А когда это в районном уровне, это очень легче. Вот. Я предлагаю агульцам создать этот свой автономный в виде или что-то там, какую-нибудь общественную организацию, да, какую они уже это самое решат. Они сами, наверное, грамотные, умные, знают, как лучше это сделать. Я думаю, что у них получится, у них хорошее будущее будет. Но нам надо хотя бы добиваться своего небольшого участка, где вы могли компактно проживать, да, располагаться, да, чтобы нам никто не говорил завтра, чтобы собирайте манатки, уходите отсюда. Вот. Вот. Различия в этом. За приглашение, за внимание, да, большое спасибо. Спасибо, Рафаэль. Спасибо нашим гостям. В
студии у нас сегодня были Рафаэль Алиев, руководитель Сахурской национальной культурной автономии, а также Хамзат Наврузов, журналист, представитель агульского народа. Спасибо большое нашим гостям. С вами был я, Самир Мусаев, и программа «По-живому». Увидимся.